Раскрыть талант в современном мире без денег бывает непросто. Тем более, если речь идет о занятиях, которые связаны с национальной культурой. Общественное движение «Иузинат» решило эту проблему решить. Научиться танцевать, заниматься ремеслом, например, делать своими руками музыкальные инструменты, теперь вполне могут и те ребята, чьи семьи не могли себе этого позволить. О том, как общественники, помогая молодежи, сохраняют осетинскую культуру, узнаем из репортажа Галины Григорян. Имя Азы Таутиева известно далеко за пределами республики и всего Северного Кавказа. И когда в общественном движении «Иузинат» задумали вести курсы по изготовлению кукол, сомнений в кандидатуре наставника не было. Аза училась необыкновенному ремеслу сама. Говорит, специальное образование для этого не нужно. На изготовление на одной куклы мы выделяем ровно месяц. Это за 10-12 занятий. Занятия длятся около 3-4 часов в день. Движение «Иузинат» меня удивило тем, что очень большое внимание уделяется именно всему национальному, осетинскому. И многие об этом говорят, а организация «Иузинат» делает. Вот так. Среди экспонатов настоящие шедевры, на изготовление которых ушли годы кропотливой работы. Каждая из кукол поражает своей реалистичностью. Этот воин Сармат ростом 1,97 м, точная копия воинов, найденных на территории Северного Кавказа. Чтобы сделать такую скульптуру, потребовалось около 3 лет, а его стоимость составляет около $500 000 рублей. Национальные танцы, плетение национального платка, изготовление старинных осетинских инструментов, восковые куклы и обучение игры на гармошке – все это объединил в себе «Иузинат», название которого, впрочем, и означает «единство». Главная цель организаторов – объединение небольшого, но талантливого народа. Очень много одаренной молодежи в Осетии, но из-за того, что у нас на сегодняшний день все платно, обучение не всем по карману, что это греха таить. Тимур Илаев обладает редким даром. В его руках оживают древние инструменты, секреты изготовления которых были утеряны сотни лет назад. Играть на них тоже учился сам, теперь учит своему ремеслу других. Профессия это очень специфическая, потому что здесь нужно обладать навыками и резчика по дереву, и музыкальным слухом нужно обладать. Так что, наверное, не каждому это дано, но есть молодые ребята, которые этому обучаются. Плести старинные косынки не учат нигде, ни платно, ни бесплатно. Научиться осетинским танцам стоит около 2000 рублей в месяц, ваять восковые куклы примерно столько же. Обучение игре на струнных инструментах и того дороже. А узнать, чем жили и что умели предки, бесценно. Галина Григорян, Александр Каджаев, Новости Осетии.